Классический гитар халқар хабянып ялхайт лачубяшире Испания. Аз инструмент гетер яржахани барайт лачубяшире кашчилс Испания мехтал Франция, Италия мехкашк. Цаханыч заману дадеха чтай паркер диан куцханцын пхаструна болыш. Тахандерик жиденент лоқыш хозыш бы гитар. Маршал дышак хамсыр мехкой эфире дига уазях мукон проект. Тхосри серивай хоздахаге гитар уазац илиш дуахыш. Ханеаштха программе дақлыц жи сгузыл карьерзия цунсчуа чам полужил ошнян дали. Амбагды ысшанд аюзля сун алур и эфир цингалга эмоцихара о эрсиметал даяхлер. Дали, я приветствую тебя в нашей студии. Здравствуйте. Дали, расскажи, пожалуйста, как все вот началось? Когда ты впервые взяла в руки гитару и поняла, что это прям вот твое? Ну, конечно, началось все не прям с гитары, началось все с инструмента укулеле. Укулеле — это четырехструнный инструмент, который был у моей сестры. Конечно же, из любопытства, детского любопытства, я взяла его и немного играла иногда. Конечно, сестра немного обучала меня, когда как, и все шло хорошо. Потом появилась гитара, но ее не разрешали брать, конечно. Но ребенок есть ребенок, конечно же, взяла я, попробовала, понравилось. Следом уже на Новый год подарили гитару, которая сейчас у меня стоит рядом со мной. И уже все началось заново, то есть новая история с этой гитарой. А вот в чем разница, в твоем понимании, именно этих двух инструментов? Гитара более звонкая, мелодичная, на ней интересные мелодии можно сыграть. 6 струн. Укулеле, она же больше подходит под пляжное настроение, ибо звучит очень интересно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, какая была первая твоя песня, которую ты научилась играть и петь? Первая песня была от певца Цой «Кукушка». Какие эмоции у тебя были, когда ты пела эту песню? Ну, эта песня очень была необычная, красивая. Куда-то уносила постоянно мыслями. Что для тебя гитара? Это просто инструмент или все-таки твой друг? Это мой антистресс, поднятие настроения. В любой момент, как мне грустно, плохо, можно сесть, поиграть на гитаре. Расскажи, пожалуйста, ты сама пишешь песни? Я пишу, по крайней мере, пыталась писать, но, увы, это оказалось не мое. А ты не думала развиваться именно в этом направлении? Или все-таки петь уже готовые песни намного легче? Петь готовые песни, конечно же, легко, но в то же время хочется иметь и свои произведения. Конечно, безусловно. А вот какую самую сложную песню тебе приходилось когда-то учить и играть? Какая это была песня? Я, увы, не знаю название этой песни, но она французская и с очень необычным мотивом. У тебя не было такого принципа, что, несмотря на все, я вот выучу эту песню? В принципе, не было, все удавалось довольно легко. Далее, а тебе приходилось играть перед большой аудиторией? Играть на гитаре не приходилось, но петь приходилось. Конечно же, это было очень страшно, неловко, ведь куча незнакомых глаз смотрели на тебя. И в любой момент казалось, что вот сейчас все, конец, будут смеяться. А вот что тебе больше нравится, если сравнивать, играть и петь перед большой аудиторией или все-таки в кругу самых близких? Наверное, больше в кругу самых близких людей. Люди, которые ближе к тебе, твои друзья, твои близкие, они поймут и отреагируют очень позитивно на это все. Вот как они относятся к твоему творчеству, к игре на гитаре, к пению? Они тебя поддерживают? Поддерживают и положительно относятся. А вот бывало так, что, наоборот, какие-то негативные эмоции оставляют люди? Какие-то комментарии тебе говорят о том, что лучше оставить это, что это не твое? Были у тебя такие случаи? Именно таких не было. Но когда играла я, допустим, у нас в колледже, то, конечно, кто-то из других людей мог просто что-нибудь сказать. Самое главное, чтобы это не были твои родственники и твои близкие. Да. Далее я бы хотела, чтобы ты сейчас исполнила нам какую-нибудь одну песню. Хорошо.
темноте искусственного лета мы лежим на кафельном столе, и в лучах искусственного света раны заживают так желе. Люди больше не услышат наши юные смешные голоса. Теперь слышит только тишина. Люди никогда не вспомнят наши звонкие смешные имена. Теперь слышат только небеса. Маньяк гуляет на свободе, чтобы жертву новую найти. Он решает, что сегодня в моде у странников последнего пути. Люди больше не услышат наши юные смешные голоса. Теперь слышит только тишина. Люди никогда не вспомнят наши звонкие смешные имена. Теперь слышат только небеса. Ляжем, как продукты в холодильник, и, обнявшись, нежно там уснем. На прощание нам больной светильник улыбнется кварцевым огнем. Люди больше не услышат наши юные смешные голоса. Теперь слышит только тишина. Люди никогда не вспомнят наши звонкие смешные имена. Теперь слышит только небеса. Это было очень красиво. Спасибо, Дали. Есть ли у тебя какая-нибудь мечта, связанная именно с музыкой, с пением, которая ты бы хотела, чтобы воплотилась, допустим, через 5, через 10 лет? Ну, есть одна. Это написать свою собственную песню, которую все будут слышать, петь и, может быть, вспоминать меня. Вот, а ты примерно уже знаешь, о чем будет эта песня? Думаю, да. Хорошо, давай оставим это на потом. И следующий вопрос. Вот если бы ты могла спеть дуэтом с каким-нибудь известным артистом, либо нынешним, либо уже ушедшим, кто бы это был и какую песню вы бы спели? Это был бы «Король и Шут» и песня про дурака и молнию. Она привлекает тем, что она имеет такой позитивный настрой, интересную суть и очень классную мелодичность. Она позитивная. Вот твои друзья, близкие часто просят тебя что-нибудь сыграть? Да, бывает очень часто. Они сами выбирают песню, которую хотят послушать, либо уже это на твое усмотрение? Это бывает больше на мое усмотрение, но если они знают, что я умею петь, то, конечно же, выбирают. Вот есть у них такая любимая песня в твоем исполнении? Есть. Какая это песня? Это песня «Не париться». Наверняка ты ее очень хорошо играешь. О, подпевают постоянно.
Хорошо. Почему ты не выбрала эту песню для нас? Я, в принципе, могу, но в то же время боюсь, что она больше под хор подходит. Хорошо. Все-таки для круга близких, так скажем. Да. Как ты совмещаешь творчество с жизнью 18-летней молодой девушки, так сказать, с учебой, с повседневной жизнью? Это удается мне довольно легко. Днем я учусь, а вечером уже прихожу и спокойно играю у себя на балконе. Вот хватает у тебя сил на все вот это вот? В принципе, хватает. Сама по себе я очень энергичная. Упущений, значит, нигде нет? Нет. Помимо игры на гитаре, у тебя есть какое-нибудь хобби? Допустим, рисование, писательство, может быть, что-то другое, танцы? Есть одно, и это рисование. Рисование мне очень нравится еще с рождения, можно сказать. Там, знаете, с корней прям с садика, дальше школа, колледж. И все время усовершенствуюсь. Рисование бы я могла взять как под основу, но в то же время я не знаю, что именно приблизительнее ко мне, поэтому... Значит, перед тобой стоит, можно сказать, очень сложный выбор. Да. Это игра на гитаре, пение, либо рисование. Да. Далее, что для тебя значит фраза «быть собой» в музыке и в жизни? Это не париться по поводу мнения других людей и просто петь и жить по-своему. Скажи, пожалуйста, у тебя это хорошо получается? Ну, можно сказать, что приблизительно, конечно же, да, но в то же время бывают трудности. Скажи, пожалуйста, какой самый ценный совет давали тебе твои родители? Это может быть связано не обязательно с твоим нынешним хобби. Совет по жизни. Был такой? Если вдруг дружба с лучшим человеком прекращается, то значит так оно и должно было быть. Это не значит, что нужно зацикливаться на этом человеке, а просто нужно идти вперед. Вот были такие случаи у тебя в жизни, что тебе этот совет прям вот необходим был? Очень часто. Далее, мне кажется, что пришло время исполнить еще одну песню. Ах, как это все романтично, очень сказочно, необычно. Стало так легко, улетаю я так далеко, просто далеко. Не найдешь меня, не поймаешь, мимо пролечу, не узнаешь. Стало так легко, улетаю я так далеко, очень далеко. Красками разными, белыми, красными, небо расцвечу я. Оу-оу-оу, волнами синими, сквозь под вершинами ветер умчит меня. Оу-оу-оу. Только темник лед повстречает, никогда меня не узнаешь. Стало так легко, улетаю я так далеко, очень далеко. Но во что с тобой я играю, я не до конца понимаю. Стало так легко, улетаю я так далеко, очень далеко. Красками разными, белыми, красными, небо расцвечу я. Оу-оу-оу, волнами синими, сквозь под вершинами ветер умчит меня. Оу-оу-оу. Далее, если бы твоя гитара могла говорить, что бы она о тебе рассказала? Она бы сказала: ужас, как она постоянно по вечерам орет. Честно, уши завянут скоро. Хорошо, но все-таки что-то хорошее она тоже расскажет, мне кажется.
Поделись, пожалуйста. Она мне высказывается. Бывает, что песнями, конечно же, но каждый раз приходит и улыбается. Значит, все-таки это твой лучший друг, можно сказать, гитара. Если Можно ты сказать можешь так. доверить свои какие-нибудь чувства и эмоции. Хорошо, спасибо большое. Так, а какое самое необычное место, где тебе приходилось петь или играть? Было такое? Нет. А ты не думала, допустим, в лесу, у костра, вот представь такую ситуацию, петь какую-нибудь песню? Было бы классно. Особенно, если б мои друзья были со мной. То есть там соберемся, поедем, разожжем костер такой вот яркий, красный. И можно сесть, поиграть какие-нибудь старенькие песенки от Цоя, того же самого Танка, «Дайте танк». А как ты думаешь, какая бы песня идеально подошла бы под эту атмосферу? «Восьмиклассница». Хорошо. Так, а есть еще какое-нибудь место, где бы тебе хотелось просто побывать? Думаю, хотелось бы побывать во Франции, на Эльфовой башне, и поиграть какую-нибудь французскую песню с мотивом. Расскажи, пожалуйста, какая ты в быту? Ты умеешь готовить? Умею готовить, умею печь. В основном дома бывает так, что я готовлю, когда мамы, конечно же, нету дома. Бывает, что мама готовит. Меня тянет больше на выпечку. Мгм. Какое твое коронное блюдо? Коронная выпечка. Выпечка. Яблочный пирог с корицей. Он бы идеально подошел к нашей атмосфере. Далее, как ты смотришь на то, чтобы исполнить нам еще одну песню? К северу, к северу едет поезд ночной из глубинки Москву. Спит проводник, спят милые соседи, я всю уснуть не могу. Тускло горят фонари у дороги, где-то вдали завывает гудок. Вот уже стало светать понемногу, пасмурный будет денек. Вера, ты одна осталась у меня. Вера, ты одна осталась у меня. Будто бы счастье растет на чужбине, словно какой-то диковинный плод. Ищет его вдалеке и поныне разный бедовый народ. Вера, ты одна осталась у меня. Вера, ты одна осталась у меня. Мягкой шахажри дега уаз. Дешин нисцقачы вайдок тух долит муқамун. Қалғайқы мысыз қант қолыматы қуш. Хоз илеш дуақыш, пандырлықыш, фаттухыш, хауқарбал буақыш, хайшты етсіш. Үштсін самуқ дуақыш. Тяжхан гу еші милдуқ нажылдол техе қуж лахтывай мягк. Царяқцы тхарғыныр хайши. Мягкой аскер дуақ. Тха программе дақла цежи ошнян дали. Далее следующий вопрос. Какая песня всегда, несмотря на все, поднимает тебе настроение, и какая песня заставляет тебя задуматься? «Улыбайся». Так, что это за песня? О чем она? Она о том, что нужно улыбаться, ловить все в свои руки и не сдаваться. Она, значит, для поднятия настроения, да? Да. А наоборот? Наоборот, то же самое значение. Даже если тебе грустно, тебе нужно просто стоять на ногах и делать.
То есть в любом случае получается у тебя одна песня. А кто-нибудь еще из твоих родственников увлекается творчеством? Увлекаются две мои старшие сестры. Но они не так углубленные в этой сфере. Про одну ты сказала, что она играет на укулеле и на гитаре. Да. А вторая? Вторая, можно сказать, тоже. Мгм. Ну, у нас общие гитары, можно сказать. Вот если бы ты могла написать саундтрек к твоей нынешней жизни, о чем бы была эта песня? Она была в мотиве «Король Шута», как его необычные энергичные песни. Мы бы хотели послушать еще одну песню в твоем исполнении. Да, давайте. Пожалуйста. Выйду ночью в поле с конем, темной ночкой тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночка темных звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси меня по полям, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, я влюблен. Далее хотелось бы выразить тебе огромную благодарность за то, что ты пришла к нам, порадовала нас своим пением, игрой. Можно сказать, это был мед для ушей. Спасибо тебе большое. И в завершении нашей программы хотелось бы, чтобы ты сказала пару слов для наших телезрителей. Если у вас есть какие-нибудь мечты, желания, не бойтесь их исполнять. Просто берете и делайте. Если даже кажется, что что-то невозможно, хотя бы попробуйте сначала. Хамсар меккой, затя ошуц адикюц, и разоберка тогда захлчен вахр, мяш тахалша.